Село Аршты основано еще в 1865 году и населяют его около 2000 человек. Население с каждым годом сокращается, а все потому, что отсутствует самая необходимая коммунальная услуга – водоснабжение. Современный мир наращивает новые потребности среди людей, и связаны они с комфортностью их проживания. И главной потребностью является простая питьевая влага из-под крана. Большие проблемы мы испытываем с водой. Когда дождь идет, вода вообще грязная течет. Было бы очень хорошо, если провели новый водопровод. С самого рождения Салаудин Бихоев страдает из-за проблем с водой. Его понять несложно. Вода является биологической зависимостью человека. Для полноценной функциональности тела в среднем люди потребляют около 2 литров живительной влаги в день. Жить как-то нужно, и единственным источником воды для жителей становится закупка ее в соседних поселениях. И обходится это им недешево. Приходится ездить далеко, даже в Аранхи за водой. Но ее надолго не хватает, а покупать дорого. Машину полную меньше, чем за 5000 не найдешь. Вода, как известно, источник жизни, но в случае с жителями этого маленького села она давно стала источником выживания. Чтобы хоть как-то решить эту многолетнюю проблему, еще в 2016 году в Аршты провели монтаж водопроводных сетей протяженностью 8,5 километров. А на окраине села пробурили скважину, установили резервуар-накопитель, но вода так и не пошла. В Арштах пробурена скважина на глубину 300 метров. Там нашли воду, но она была некачественная. После проверки его оказалось, там жесткость не соответствует. И это, во-первых. Во-вторых, и дебета там мало было. И поэтому также этот вопрос оставался у нас актуальный. После обращения к главе республики было дано поручение решить проблему сельчан в короткий промежуток времени. Здесь же сразу вырыли каптажный колодец глубиной в 7 метров и вместимостью 10 кубов. Осталась проблема с подачей электроснабжения к подающим насосам. Было поручение главы выехать, посмотреть это место, оказать содействие, подвести линии электропередач к этим скважинам. Что мы, в принципе, сделали. Тут порядка 300 метров линии пришлось протянуть, установить трансформаторы мощностью 400 киловатт-ампер. Трансформатор установили, линию вот сейчас вот рабочие только что закончили. Было задействовано 6 рабочих и 2 единицы специализированной техники. Сейчас процесс работ подходит к завершению. В течение дня мы установили 2 опоры и сегодня должны потянуть линию по 0,4 киловатт. И когда будет уже закончено? Ну, уже 90% работы уже выполнено. Сегодня в течение дня постараемся подать напряжение. По некоторым данным, вода будет поступать в трубы со скоростью 1,5 куба в час на первое время. Как заявляет глава администрации, этого должно быть достаточно. В будущем они планируют поставить бочки на территории Чемульги, откуда по мере необходимости будет подаваться вода в большом количестве. Тамара Хашагульгова, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24.